Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире очередной выпуск «Евразийского времени». Я ее ведущая Зарина Миталиева. И сегодня у меня в гостях общественный деятель, мыслитель Мурат Мусабаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас. Сегодня на самом деле так уж сложилось, что такой знаменательный день. Почему? Потому как буквально вот-вот уже заканчиваются выборы Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп уже практически провозгласил себя 47-м президентом Соединенных Штатов. Если ничего не изменится, так скажем, да. И еще один знаменательный день. Кстати, в продолжение, скажем, почему знаменательный день не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира, потому как эта президентская гонка была чуть ли не на жизнь, а на смерть, да. То есть гонка была, конечно, беспрецедентной. Так как от того, кто придет на должность президента США от демократической партии или от республиканской партии, конечно, будет и зависеть дальнейший расклад всей геополитической системы. Естественно, знаменательный день именно для нашей республики, потому как в Кыргызстане, в Бишкеке проходит 11-й саммит Организации тюркских государств. То есть кыргызская сторона она принимает, и уже буквально в следующем году Кыргызстан будет председательствовать. Да? Так что это, наверное, необходимо было сказать, потому что этот день действительно важен во многих случаях. Да? А что касается нашей передачи «Евразийское время», в прошлый раз мы с вами, обсуждаем перспективы взаимодействия евразийского пространства, мы с вами как раз-таки коснулись немного о ценностях, да, об евразийских ценностях евразийского пространства, то есть что соединяет, собственно говоря, народы евразийства. И возвращаясь опять-таки к организации тюркских государств, так уж случилось почему-то, что тюркские народы и этносы проживают как раз-таки в евразийском пространстве. Да? Почему, конечно, возможно, мы с вами сегодня разберемся, поговорим об этом. И дальше будем обсуждать, какие же все-таки ценности нас объединяют, что откликается в нас, а какие же все-таки нам чужды. Далеко не буду уже уходить. Вам слово, Мурат Мурза. Мы в прошлый раз начали говорить про ценности, да, и есть такие общие известные факты. Абсолютно документально их можно ознакомиться. Есть такая организация, называется Всемирная организация здравоохранения в Женеве. Все прекрасно знают, что его финансируют Рокфеллеры и Билл это Мелинда Гейтс, да? Это их фонд. Это, по сути, мировое такое здравоохранение. И у них есть такой международный классификатор болезней, МКБ называется. МКБ-9, например, да, в МКБ-9 это прописано все. Помимо всего прочего, там много позитивного, хорошего, но там было прописано, что гомосексуализм является одной из форм психического расстройства. В МКБ-10 уже этого нету. То есть, значит, гомосексуализм признают как абсолютно нормальное и естественное явление. Значит, это убрали. Мурат Мурза, я прошу прощения, давайте мы немножко вернемся на тот выпуск, потому что, возможно, наши телезрители не поймут, почему вдруг мы начали с этой темы, да. То есть мы в прошлый выпуск говорили о том, что для евразийцев, для тюркских и славянских, да, государств семья имеет очень важную ценность, да, что семья, она является такой базой. Да. Да? Если человек, то есть мы приемлем традиционные ценности, да, где женщина – это мама, а мужчина – это папа. Да, и, собственно говоря, на основании этих ценностей мы все-таки дошли до современного. Я и подвожу к этому. Да. Я к чему говорю? Я к тому, чтобы нашим телезрителям, новым нашим телезрителям было понятно, да? Да. Теперь смотрите, МКБ-10. Чем оно отличается от МКБ-9? Этот пункт про гомосексуализм, да, его убрали, признают это нормальным, давайте ЛГБТ так. Да, ЛГБТ. А теперь дело в том, что
МКБ-11 готовится. И вот в МКБ-11, если в МКБ-10, который подписали почти все государства мира, он как бы действует, этот классификатор, да, в МКБ-11 его еще не все подписали, но он уже двигается. Там признается так, что педофилия не является вообще каким-либо психическим отклонением. Что это абсолютно норма поведения человека. Единственное, там два исключения сделали. Если педофил испытывает угрызение совести, то оно как бы недопустимо. И второе, если в отношении ребенка проявляется насилие. А если вроде как по обоюдному согласию, то на здоровье, как говорится. И вот здесь как раз это уже то, о чем мы говорим, семья. Это покушение на семью, это покушение на детей, покушение на святое. И вот здесь начинается противодействие. Уже ряд государств как бы отстраняется, они не хотят этого подписывать. Почему? Потому что если они завтра подпишут, это будет внедряться, начиная с системы образования, с детского сада. Это то, что происходит, допустим, в Европе, да, и в Соединенных Штатах Америки. И самое главное, там помимо педофилии признается, что все вот эти девиации, отклонения, то есть смена пола, что вот это вот, значит, бесполые существа, трансгендеры, вся проблематика, там описывается, что это абсолютно нормально. И вот это впервые, если МКБ-10 подписали еще худо-бедно как-то, то этот уже определенное количество государств противодействует, они не подписывают, но его, тем не менее, продавливают. Я не удивлюсь, если будет после этого, они же как по принципу волка драть, и он привыкнет, да, то есть потихонечку. И в МКБ-12 я не удивлюсь, если они уже каннибализм признают, что это нормально. Признаки этого есть. Теперь вот мы как раз возвращаемся. Почему? Что даже в политиках противодействует этому? Вот что вот не дает? Казалось бы, послушные политики, как бы гегемон, оттуда давление происходит. И тем не менее противодействие. А почему? Да потому что это в наш культурный код, генетический код не входит. У нас это нас убить легче. Мы ни под каким предлогом это не принимаем. Но вот вся проблема этого мира в том, надо же понимать какие-то культурные особенности народов. А здесь идет давление культурно, некультурно, принимайте, не принимайте. Вот мы вам сказали, вы обязаны это принять. Вот в этом начинается глубинное противоречие. Я как-то писал об этом в книге, что говорю, в принципе, западная цивилизация и восточная, ну, полушарие имеется в виду Земли, они, в принципе, похожи. Чем они похожи? Ну, мы перенимали их ценности, их евроремонт, и всевозможные вот эти инновации, технологии мы принимали, но все-таки у нас есть разница. У нас 50% плюс одна акция все-таки в сторону семья, ценности, Бог, что-то туда. А у них 50 плюс одна акция всего лишь, она в сторону именно прагматизма, материализма, они материалисты сами по себе. И вот сейчас как раз дело дошло до вот этой акции. Тронули святое, вот эту одну акцию. И вот с этого начинается переломный такой момент цивилизационный в масштабе всего мира. Ну, кстати, да, просто есть те базовые ценности, которые ни в коем случае нельзя пересекать, то есть есть красная линия. Да, вот это да. И вот, и когда вот пересекает эту красную линию, возникает эффект домино. Почему я говорю, что мы же прекрасно знаем, что сейчас буквально также нестабильная ситуация и в Грузии сейчас, да, вот сейчас, ну, да, грузинская мечта, она выигрывает 54% голосов, оппозиция там, коалицию они... Оппозиционная коалиция как бы недовольна результатами выборов, да, вот. И ввиду этого задаются вопросом, да, а почему, собственно говоря, грузинская мечта как бы выиграла как бы эти выборы? Потому что все-таки, наверное, так называемый коллективный Запад, он, скажем, настаивал на том, чтобы они подписали закон об ЛГБТ. А мы же прекрасно знаем, что грузины очень древний и достаточно верующий народ, да, они традиционный народ, и они одним из первых приняли православие, так скажем. Ну,
ну, собственно говоря, они подтолкнули, чтобы практически грузинская мечта вот набрала столько-то голосов. Потому что на святое, так, семью посягнулись, да, так скажем. Мы как раз в прошлый раз начали об этом говорить, но у нас времени не все хватило. это, видите, в одном направлении идет. Вот вы уместно очень упомянули Грузию. Здесь же не только закон об ЛГБТ. Вот недавно лидер партии вот эта грузинская мечта, основатель Бидзина Иванишвили, он прямо озвучил и буквально подтвердил его слова действующий премьер-министр Ираклий Кабахидзе. О чем они оба сказали? Официально в интервью они сказали. Они говорят о том, что бывший премьер-министр Ираклий Габриадзе, да, он им, ну, вероятно, в таком же разговоре, он передает разговор с высокопоставленным американским чиновником. Это очень высокопоставленно. Имя они не озвучивают. И, значит, тема разговора. Он говорит, хорошо, вы хотите сделать из Грузии вторую Украину, ну, то есть второй фронт против России. Как вы себе представляете, это открыто в эфире даже есть, как вы себе представляете, сколько дней мы продержимся, значит, грузины? Он говорит, 3-4 дня, мы на больше не рассчитываем. И тогда он говорит, а что будет дальше? Вот я очень хочу заранее что-то. Он говорит, ну у вас 3-4 миллиона, всех же не поубивают, да? И остальные там, значит, в леса партизанить будете, а мы поможем. Вот здесь просто даже, скажем, мы же знаем Грузию, насколько либеральны они были. Нет, ну да, мы понимаем, что они были очень либеральны, но я к тому, что все-таки вот есть ценности, традиционные ценности, семья, куда нельзя ни в коем случае посягнуть, так скажем. Это приведет, ну, к самим же там, тем, кто заложникам этих идей, получается, пришла ответка, да, собственно, почему и грузинская мечта, возможно, это один из принципов, что они... Наши телезрители никогда не поймут, где вот этот перелом наступил. Если мы 30 лет наблюдали вот это движение, европейский выбор, европейские ценности, грузины почти все там... Ну, сейчас смотрите, что происходит. Сейчас вообще происходит подмена ценностей. То есть хорошее нам говорят, это плохое, плохое это хорошо, плохое это говорят нам хорошее. Ну, ладно, давайте. Мы, значит, разобрались о том, что Нет, семья... Давайте я расскажу, да. Вот представьте себе, что значит, тот же, возьмем Габриадзе, да, это, как ни крути, он политик, все, но он, тем не менее, в культурном коде он православный. Для себя он расшифровал внутри. Это как я приду, вот слова этого человека, который с полным цинизмом. Я приду, допустим, в семью грузину и скажу, вас 6 человек, ну что там вас, 2 поубивают, а 4 побежите в горы. В его культурный код это вообще не вписалось. А вот это еще ЛГБТ-повестка, то есть это одно на другое наложилось, они между собой, даже как элиты грузинские, которые казались бы либеральные, но они, по крайней мере, светло-серые, не темно-серые. И вот здесь наступил перелом. Они откровенно, можно сказать, поперли, отказали Западу в этом. И сразу попали под вот эти всевозможные, начинают давление попадать. Теперь возьмем их, вот эти оппозиционные силы, которые там, как в Киргизии, там это я бы не хотела, чтобы мы сейчас просто всю передачу Грузии посвятили, Мурат Баке, поэтому давайте мы все-таки, значит, хотелось бы отметить здесь для наших евразийцев, семья, мы все-таки верующие люди, есть у нас такие незыблемые, скажем, постулаты, которые мы ни в коем случае их не нарушим. Так я поняла, допустим, да? Да. То есть, значит, семья, мы верующие люди, мы знаем, где эти заканчиваются красные линии, да? И уже этого нам, культурный код нас отвергает это. Так мы приходим к выводу, да, что это конечно. база, допустим. А что еще нас может объединять? Ну, во-первых, все-таки, если взять география, мы соседствуем уже тысячи лет. Народы и на евразийском это соседство. География – это судьба. Да, география – это судьба, да, ее поменять невозможно, ну вот как Бог дал соседей. И вот эти вот, мы сколько даже если взять историко-политический аспект, да, там когда-то, допустим, была Золотая Орда, допустим, да, она объединяла, да, потом Орда распалась, да, потом на обломках Орды возникла Российская империя, да, тюркские народы некоторые, вступили
вступили добровольно там, в эту Российскую империю. Потом было советское прошлое. Это же наложение такое, правильно? То есть у нас культурный Ну, код... смотрите, вот так удивительно, что практически вот, ну, это в тему актуально, что в евразийском пространстве так уж получилось, ну, там, волей судеб, да, в том, что практически все тюркские народы живут как раз в этом, в евразийском пространстве, согласитесь? Да. Ну, как-то так получилось, да, ну, не специально же, но они в этом ареале живут же. А они не могли нигде жить, потому что исход все-таки распространения вот, тюркского мира. Вот венгры, они тоже исторически себя причисляют к тюркам. Вот поэтому они участвуют в этом саммите. Они себя все-таки позиционируют как выходцы из тюркского мира, венгры. Они даже вот в этих играх кочевников участвуют, ну, определенным образом соучаствуют. Они себя считают, что они тюркский корень. Но если взять так, то Россия в значительной степени, что это не тюркский корень. Если даже сами россияне говорят, что в дворянских родах, там Юсуповы, там Карамурзины, там еще, это же очень много. То есть вот этот тюркский корень, по идее, да, он как бы касается и России в значительной мере. Ну, слушай, половина тюркских народов и этосов проживает на территории Российской Федерации. Да. Поэтому я единственное, что вот как бы желал, что организация тюркских государств, которая проводится, для кого-то хочется, чтобы это была такая, знаете, организация, которая дружит вместе против кого-то. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить. А наоборот, что вот эти организации тюркских государств, чтобы это был повод еще на одной, ну, как бы на одной основе сплотиться, в том числе с Россией. Да. Сближение должно То есть быть, это не противопоставление, а с точки зрения такой еще наибольшей интеграции, точка соприкосновения. Поэтому я думаю, что, конечно, если люди не будут ангажированы со стороны, а вот именно с точки зрения, вот, ну, как сказать, логики, здравого смысла и благородных целей, то тогда эта идея, ну, все вместе. Да, на самом деле мы тогда приходим к тому, что у нас, значит, есть общие территории, мы соседи, у нас похожие общие смыслы, общий быт и мировоззрение, плюс-минус, оно у нас одинаковое. Согласитесь, мы, если поедем там тот же в Казахстан или же в Туркменистан, так или иначе их быт для нас не будет чужды. Ну да, похож. Конечно. И даже в том же, допустим, в уйгурском автономном округе Синьцзянском, там уйгуры тоже тюрки, да, которые так или иначе похожи будут. Хорошо, мы определились. Что еще нас больше как бы связывает также? Вот какие ценности еще? Здесь как ни крути. Есть такие ценности у нас, как понять, остались ли честь, как достоинство? Есть ли такое братство, такое понятие? Или мы уже все капитализировали? Нет. Вот в условиях капитализма, да, там даже слово «товарищ» не очень-то приемлемо. Вы же знаете, да, степень, например, есть степень интеграции товарищества, ну, люди товарищи, потом друзья, да, высшая степень, вот религиозно, братья и сестры, это братство, да, то как мы можем говорить о братстве и о дружбе, если мы еще даже на этой основе не вполне еще товарищи, еще надо сначала товарищество развить, понимаете? Вот это, пусть даже с ограниченной ответственностью, но товарищество, вот это этап, в который нужно прийти. Но он, если честно, он вообще не вписывается в контекст капиталистических отношений. Ну, правильно? Но если даже вот, ну, взять любую страну, общество в условиях капитализма разделилось. Все-таки есть, как ни крути, есть класс богатых, есть там, ну, так, среднее сословие, есть огромная часть, но низшего сословия, потому что социально низшего. Я сам в социальной низшей группе нахожусь, потому что я не занимаюсь бизнесом давно. Хотя я, в принципе, когда-то занимался. И вот это не в укор. Ну, не низшего, наверное, а, наверное, скорее бедного, так скажем. Ну да, будет, да, наверное, да. Давайте сохраним такой политез. Да, это просто чисто по возможностям социальным. И вот тут, конечно, нужно все-таки переходить, сейчас к этому мир идет, к формату многоукладной экономики. Как можно, это не просто забери у богатых и отдай бедным.
Это должна быть такая многоукладная экономика, когда интересы, вообще человеческим умом интересы управляют, смыслы. И вот каким-то образом так, чтобы всем людям было в этом обществе интересно жить, понимаете? А значит, оно должно быть справедливо. А вот у нас как раз с точки зрения ценностей, как ни крути, для человека именно восточного полушария, евразийского, для них все-таки мораль и совесть – это немножко категория выше, чем закон даже. Понимаете? То есть приоритет морали и справедливости. И вот у нас, мы от европейцев что взяли? Законность и обоснованность. Но лишь бы вот соответствовало букве закона. А бывает часто... Нет, ну много там можно тоже позаимствовать, их информационные технологии. Я говорю, безусловно, есть в этом положительное. Но чтобы наши люди доверяли судам, доверяли закону, все-таки у нас должен быть всегда на этой стороне законность и справедливость, на этой стороне все-таки должна быть мораль и совесть, справедливость. Вот справедливость – это как раз и есть одна из высших ценностей, которая нас объединяет. Внутри, вот хоть с казахами поговори, хоть с узбеками, хоть с русскими, хоть, ну, я имею в виду из тех бывших советских, да, все-таки внутреннее чаяние о справедливости. Чаяние. Не, ну, на мой взгляд, справедливость, наверное, так или иначе в каждом человеке живет. То есть есть потребность, что вот что есть зло, а что есть добро, так скажем, да, это же вот в такой плоскости. За исключением некоторых категорий людей, которые управляют этим миром. Вот та же Всемирная организация здравоохранения, казалось бы, Министерство здравоохранения земного шара, да? А вот у них справедливость. Ну, они выражают в своих этих фундаментальных вот этих документах, это отражают. Понимаешь, не считаясь. Ну, видите, здесь еще же такой момент, что за последние 30 лет на, скажем, очень транслировались материальные ценности, скажем, да, для населения, да и сейчас, что это в приоритете, и мы, наверное, не немножко, а немножко забыли такое духовное, да, составляющее, где как раз-таки человек, ну, мы сейчас видим, некое вот это духовное обнищение есть, но это не наполняет человека каким-то определенными смыслами, и мы достаточно видим, да, что развитые, достаточно богатые страны, которые могли бы, ну, жить не тужить, но многочисленное число самоубийства. А от чего человек может положить руку на себя? Когда есть пустота внутри, да? И, наверное, вот все те качества, которые, о которых мы говорили, наполняют нас смыслами и придают какой-то вот свет, путь, да, как вы думаете? У нас немножко мало времени остается, вы резюмируете? Ну, в общем-то, если взять традиционный ислам, традиционное христианство, да, то эти ценности там прописаны. Правильно? То есть человеколюбие, сострадание, милосердие. Казалось бы, обычные вещи. Да, вообще совершенно обычные вещи. Да? И вот именно отсутствие этого в жизни, то есть когда мы говорим возвышенные слова, но образ жизни наш говорит за другое, да? Ну, о другом. Потому что мы, например, говорим, хотим, а реалии нам показывают другое, то вот тут сначала... Двойные стандарты. Да, двойные стандарты. Любой человек живет, и у него постоянно внутри психологически недовольство возникает. А внутреннее состояние человека это не то, что оно атмосферно где-то, знаете, накапливается на ментальном уровне, это недовольство зреет, понимаете? Почему? Потому что человек этого хочет, желает. И недовольство еще в чем? Что, например, да, вот вы же знаете, да, если взять тех же политиков, да, они об этом говорят, за них голосуют прочее, но на самом деле в жизни оно не притворяется так, чтобы это на себе каждый человек почувствовал. Именно вот это. Вот к этому нужно сейчас подходить. И, в общем-то, движение такое есть, интегрировать вот эти духовные ценности, религиозные, привести к общему знаменателю. И наши социально-общественные, политические, экономические, чтобы это как-то объединить, понимаете, чтобы соединить так, чтобы одно другому не противоречило. По большому счету, кто человек хорошо разбирается в религии, он понимает, что это даже прописано, даже в шариатском, вот если взять основу шариата, там очень много вещей, они прописаны. Как выстраивать
выстраивать даже вот экономические отношения, как ту же денежную систему выстраивать. Вот сейчас как раз перед нами история ставит такой вопрос. Господа, вы либо трусы оденьте, либо крест снимите. Да. Ну, у нас здесь уже совсем время заканчивается, поэтому я благодарю за то, что пришли. Все-таки мы на сегодняшнем переломном моменте, когда мир меняется, все-таки должны акцент сделать на духовное обогащение человека. Это, да, То есть мы понимаем, что материально оно только нас опустошает. Да? То есть к этим ценностям мы должны оставаться и стремиться к этому. Да? Да. Спасибо, что пришли. Спасибо. На этом наш эфир завершен. Я желаю вам всего доброго и до новых встреч.